Челночный бег на 10 метров, прыжки в длину с места, метание мяча в обруч, передача мяча по кругу. Прохождение этих испытаний было предусмотрено в программе «Спартакиады». Кроме того, семейные команды приняли участие в эстафете. Дети отбивали мяч от земли, мамы прыгали через скакалку, а папы демонстрировали навыки владения мячом одной ногой. Каждой команде предстояло состязание за право называться самой спортивной семейной командой года. За четкостью исполнения всех упражнений следила судейская бригада в составе 4 инструкторов по физической культуре взаимодействующих структур. В первом конкурсе победителями стали семья Джолучиевых, которые утверждают, что участвовали в этом году первый раз. Мы особо и не готовились к конкурсу. Наша основная цель была принять лишь участие в данном мероприятии. Наша семья участвует первый раз. Все хорошо получилось, думаю. Соперники были сильные, но мы приложили все усилия и добились хороших результатов. Планируем и впредь участвовать. Мы сегодня выступили за 10-ю роту. На данный момент я там работаю. Благодарна своей семье, которые всячески помогали мне. Я учусь в 6 классе. По правде сказать, мама заставила меня принять участие. Вначале мне не нравилась такая идея, но сейчас все нормально. Также на мероприятии были приглашены специальные гости-спонсоры прошлогодних мероприятий, частные предприниматели, представители Республиканского комитета солдатских матерей, ветераны департамента. Цель данного мероприятия – способствование укреплению семейных отношений, приобщение детей и взрослых к ценностям здорового образа жизни. Цель этого мероприятия – укрепить семейный очаг, во-первых. Во-вторых, каждого ребенка привить чувство заинтересованности к спорту, чтобы каждый человек, каждый военнослужащий занимался спортом. Здоровый образ жизни. Всем участникам соревнований были вручены соответствующие дипломы. Команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами соответствующих степеней, ценными призами и денежной премией. Азамат Кенджешев, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.